Люди, особенно китайские туристы, наши друзья, здесь в изобилии. Это место покорит любого путешественника. Ангкор-Ват в Камбодже. Гигантский индуистский храмовый комплекс, посвященный богу Вишну. Одно из крупнейших культовых сооружений в мире. Знаете, там поселение было, которое насчитывало где-то более миллиона человек. Вообще жили люди. Это, в то время это вообще потрясающе, как много было. Но культовые сооружения строили из камня, а жилища строили, соответственно, из дерева. Дерево сгнило или сгорело, культовые сооружения остались. Королевство Камбоджа – популярное среди туристов направление. Государство в Юго-Восточной Азии, поражающее контрастами. Необычайная красота природы, богатство древней культуры и нищета населения. История страны – это триумф завоевателей и незавидная судьба жителей, которым пришлось пережить даже страшнейший геноцид от своих же властителей. Впрочем, обо всем подробнее в одном из фильмов уже в сентябре. Их будет 5. Сергей Горбунов познакомит нас со странами Индокитая. Они и единое целое, и абсолютно разные. Если, например, Таиланд – такая развитая страна с туристской структурой, с поставленной, и уже люди, заточенные под туристов, так скажем, они немножко стали такие более меркантильные, то, например, Бирма во многих местах как бы такая первозданная для туризма. И там люди намного проще, намного улыбчивее, намного отношение у них такое более бескорыстное совершенно. Путешествовал и раньше по учебе, работе, в отпуске. Но в последние годы затянуло. Россия, США, Европа многое уже повидал. В поездке не меньше месяца. Билет на бюджетный рейс, чаще всего с пересадками, с собой самый минимум. Обратно с сувениром. Вот, например, карта Индонезии. Здесь практически все изучено. Суматра, Калимантан, или это остров называется по-другому Борнео, потому что здесь Индонезия, а вот эти два штата, Сабах и Саравак, это малазийские штаты. Они называют остров Борнео, индонезийцы называют его остров Калимантан. Значит, остров Сулавеси потрясающе интересный, там со своими обрядами такими погребальными. И вот эта левая часть острова Папуа-Новая Гвинея, Ириан-Джая так называемая. Ну, там живут самые настоящие папуасы. Для путешествий нужно только желание, и чужой язык не помеха. Английский базовый на уровне советской школы. Этого достаточно. По несколько стран сразу, пешком или на машине. По Южной Африке проехал 14 тысяч километров. Впечатления неоднозначные. Очень много проехали, очень много видели, очень много интересного. И очень много там печального, например, было. Один раз нас ограбили, машину разбили, там, в общем-то, утащили много чего хорошего. Когда путешествуешь, удивляешься и чувствуешь, не все потеряно. Можно быть бедным, но счастливым. Встречаешь добрых людей и сам становишься добрее. Свои впечатления от поездок искатель приключений описывает в фильмах и книгах. Путевые заметки пропитаны юмором. Сейчас сыктывкарец в Болгарии. В планах посетить Ближний Восток, Австралию. Давняя мечта – попасть в национальный арктический парк на архипелаге Новая Земля. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.